Здравствуйте, извините, что я опоздала на эту встречу, к сожалению, но я читаю, я знаю исходящего из Ингушетии. Я очень рада увидеть здесь моим давним коллегам и другом Муцольгов и Елена Веленская. С многими из вами мы работали, когда я 10 лет работала в Российской Федерации как представитель международной амнистии и в 2 чеченских войнах. Для меня эта ситуация в Ингушетии исключительно тревожна. То, что меня завораживает, что вдруг как-то по большому счету все забыли о Кавказе, все забыли о зловещей войне, которая была в Чечне, а пострадала и Ингушетия. Ингушетия давала помощь и поддержку чеченских правозащитников и людей, вообще, которые там страдали. Сама Ингушетия проходила через преследование правозащитников, и это не кончилось. Я вижу, как сейчас среди этой группы находится Зарифа Саутиева. Для меня исключительно как-то важно отметить то, что мне кажется, что ее сейчас подвели под этой уголовной ответственности как единственная женщина, а вы хорошо знаете, вы все знаете хорошо, Северный Кавказ не принято в Ингушетии чисто как-то в обществе, что женщины участвовали в таких протестов, не принято даже с точки зрения защиты своих женщин, и обычно выходят мужчины. То, что Зарифа и еще группа женщин вышли на этих протестов, это уже был огромный поступок, потому что то, что случилось с отдачей земли в тайником Ингушетии и Чечне, какие-то там внутренние подарки по политическим, по коррупционным причинам, это, конечно, волнует всех. И сама Зарифа из этого Сунжинского района, которую как-то передали, да, подарили. И то, что ее подвели под уголовную ответственность. Человек, который не просто участвовала в демонстрациях, она была гуманитарным человеком, правозащитником, который сколько лет уже работает сохранять память о тех зловещих событиях сталинского террора против ингушского и чеченского народов, о депортации ингушей. И она была заместительницей до ее 2 увольнениях этого музея. Как с ней относятся сейчас в тюрьме и вообще, почему она находится в этом деле, это совершенно для меня показательно, что кто-то хочет на самом деле показать, что устрашить других женщин, устрашить других правозащитниц. И я очень дружила и с Аней Политковской. После того, как ее убили, я начала премию, многие из вас, может быть, знают, на ее имени для женщин-правозащитниц, журналисток из разных регионов мира, не только из Российской Федерации, которые, как она, смело говорят, смело выступают в защиту гражданских лиц в вооруженных конфликтах, в ситуациях насилия. Я очень дружила с Наташей Естемировой, которую убили в Чечне из-за того, что она смело выступала. Я просто боюсь для Зарифы. Конечно, я боюсь за всех политзаключенных, которые сейчас находятся по этому делу, но меня завораживает просто отношение властей. Это показательный протест Зарифой как единственная женщина, чтобы женщины замолчали, что женщины пошли на кухню и занимались своими женскими делами, да, чтобы не были другие Наталья Естемирова, не были другие Ани Политковские, не были другие гражданские голоса женщин рядом с своими братьями, своими отцами, своими друзьями, коллегами, мужчинами в этом регионе. И я хотела спросить, жаль, что Карина не здесь, но я очень рада, что Карина Москаленко подключилась в этом деле. У нее много лет опыта по всей России с этими политическими делами, политические репрессии.
уже не говоря, что она вела и после убийства Ани, и это дело в Европейским судом. Так что я хотела спросить, что было сделано для всей группы, чисто юридически, были ли использованы, и тоже для Зарифа конкретно, были ли использованы все механизмы Организации Объединенных Наций, комитеты, были ли использованы их, чтобы обратиться к ним по этим делам. Конечно, ждем результата этих судов, которые сейчас, судебное производство, которое проводится. И, конечно, я верю, что здесь есть и другие адвокаты, защитники. Вы готовитесь уже к Европейскому суду. Я надеюсь, что так и будет, потому что мне почему-то не верится по развитию этих дел и этих судов, что справедливость будет найдена там на этом региональном уровне, даже не в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии, да, что тоже было сделано, мне кажется, чтобы просто, когда они перед глазах, все могут забыть. Да? 12 часов на машине для родственников Зарифа и для других родственников, чтобы они успели посетить своих родственников в тюрьме. В случае Зарифа я знаю, что родственникам не дают свидания с ней. Так что после столько попытков они даже не успели ее увидеть по-настоящему. Привет, Марианна, коллега. Про Зарифу что я могу сказать? Мемориал, юристы мемориала направили уже жалобу в Европейский суд уже довольно давно на неправомерное лишение свободы Зарифу и на жестокое с ней обращение. Ну, конечно, готовятся, я думаю, всеми адвокатами будут готовиться, в том числе и нашими, от мемориала Зарифу защищают 2 адвоката. Будет, естественно, по статье 6, наверное, посмотрим, как удастся или нет, тоже жалоба Европейский суд. Ну вот так, на твой вопрос частично отвечаю. Я хотела поблагодарить Олегу, я не узнала его в зале. Олег, спасибо большое, что мемориал единственная, мне кажется, организация Российской Федерации правозащитная, которая продолжает интересоваться Кавказом, в том числе это дело. Я прочитала то, что вы делаете и по Зарифу, и по все политзаключенные. Спасибо, что у вас есть, и продолжаете это дело. И если мы как-то извне Российской Федерации что-то можем сделать, мы обсудим тогда, чтобы поддержать вашу работу.